Здравствуйте, уважаемые участники данного форума. Я представляю коренной малочисленный нагайский народ Российской Федерации. По данным переписи населения 2002 года, численность нагайцев в Российской Федерации составляет 90 666 человек. Это значит, в Республике Дагестан 38 200 человек, в Чеченской Республике 3,5 тысяч. Хотя на 1 января 1989 года в Шалковском районе Чеченской Республики из более чем 47 тысяч населения нагайцы составляли 11 тысяч человек. В Карачаево-Черкесской Республике 15 тысяч человек, в Ставропольском крае 20 600 человек, в Астраханской области 4,5 тысяч человек. Естественно, эта демографическая ситуация на этих территориях сегодня характеризуется прежде всего изменением статуса коренных народов. Низкий жизненный уровень, высокая детская смертность привели к резкому снижению естественного прироста нагайского населения Российской Федерации. Сократилось число новорожденных, 1-3 ребенка. С каждым годом ухудшается здоровье молодых матерей и детей. Во многих населенных пунктах компактного проживания нагайцев отсутствуют элементарные условия быта. Основная область расселения дагестанских нагайцев в исторической, географической, официальной литературе и служебных документах известна под названием Нагайская степь. Это полупустынная территория Предкавказья, междуречья Терека и Кумы, покрытая большой частью песками и глиной, где Ставропольская возвышенность постепенно переходит в Прикаспийскую низменность. Ну, она раньше, сейчас она называется, сейчас даже убирается термин Нагайская степь, придумали какую-то Прикаспийскую степь, а раньше она была Кипчакская степь. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР номер 721, 4 от 9 января 1957 года о восстановлении Чечено-Ингушской ССР и упразднении Грозненской области разделил историческую родину нагайцев, Нагайскую степь, между Дагестанской республикой, Чечено-Ингушской автономной республикой и Ставропольским краем. Этот указ явился антигуманным актом произвола бескровной репрессии. Окончательно разобщил нагайский народ. Это кровоточащая рана, до сих пор неугасимая боль моего народа. Территориальный передел 1957 года не оставил в дальнейшем никакой возможности для нагайской автономии в составе тогдашнего союзного государства. Субъективные нагайские интерпретации акция 1957 года с каждым годом все более воспринималась как враждебная по отношению к нагайскому народу, и его значение вырастало до размера национальной катастрофы. Искусственно были проведены границы между отдельными частями нагайской территории. Народ был расчленен и потерял свое единство. Начиная с 1957 года в нагайских школах перестали изучать нагайский язык. В 1990 году по настоящее время на Северном Кавказе происходит массовый отток нагайской молодежи в поисках лучшей жизни и по причине тотальной безработицы, в отсутствии возможности для гражданской и профессиональной самореализации в районе Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Центрального Черноземья и в другие регионы России. Как правило, эта молодежь на земли предков далее не возвращается. Они потихоньку начинают терять, забывать родной язык, интерес к своим истокам, былой истории, самобытной культуры, обычаям, обрядам предков. Ко времени здесь вспомнить слова крупнейшего политика реформатора России Петра Аркадьевича Столыпина. Народы иногда забывают о своих национальных задачах, писал он, но такие народы гибнут, они превращаются в удобрения, на котором вырастают другие более сильные народы. Его слова оказались пророческими в отношении к нагайцам. В советское время нагайцами власти занимались во всех регионах их проживания. Авторы этого проекта работали с моим народом в свое удовольствие, ведь управлять разобщенным, запуганным людям легко. Насильственная ассимиляция народов, осуждаемая мировым сообществом, является основной причиной законодательного кризиса. Язык – это не просто набор знаков, а основа национальной культуры. Нагайский язык принадлежит кипчакской или северо-западной группе тюркских языков, составляющей вместе каракалпакским, казахским, кипчакско-нагайскую подгруппу, тюркской группы, алтайской языковой семьи. Нагайский язык – один из малоизученных тюркских языков. Согласно Баскакову, нагайский язык делится на 3 диалекта. Это значит каранагайский,
диалект. На нем разговаривают в Ногайском районе Республики Дагестан, в нижнем течении реки Кума, в районе между Нижним Кумой и Нижним Тереком в Северном Дагестане. На правильном литературном ногайском языке разговаривают в Нефтекумском районе Ставропольского края. Население, разговаривающее на этих двух диалектах, составляет так называемую степную ногайскую группу. Акногайский диалект. Тюркские народы обычно делили свои племена на черных и белых. Черные означали северные, белые западные. Проживающие на реке Кубань, это Карачаево-Черкесия и ее притоков. В селе Камлы, это в Ставропольском крае, и минеральных вод. Хараногайские и литературно-ногайские диалекты сравнительно объединены лингвистически. В то же время, как акногайский диалект стоит как-то обособленно, отдельно. Проблема ассимиляции народов стара как мир, но программные деяния появились после установления советской власти. Еще в начале 1721 года по указу Петра I астраханский губернатор Волынский всеми мерами домогался, чтобы все едисанские, джембилукские нагайцы были раскасованы в рознь по всем калмыцким улусам. Это было продолжение политики уничтожения ногайского народа. Алибек Тахагоди, выступая в 1927 году против недооценки родных языков, указывал: каждый народ, каждая национальность в своем развитии переживает известный этап. И мы находимся на таком этапе, когда недооценивают собственные языки. Будет момент, когда возрождающиеся национальные движения наших племен предъявят к власти и партии требования о своих национальных языках. Руководители Республики Дагестан, продолжая работу Волынского, считали, что ногайцы должны быть ассимилированы с кумыками, а их возрождение дело бесперспективное. В результате их деятельности многие ногайцы в Абайкурском районе по результатам переписи разных лет обозначиваются как кумыки. Вот наш древний кипчакский язык, на котором в 1860-х годах по христианскому летоисчислению дагестанские ногайцы написали письмо комитет, созданный по повелению вышестоящего императора. Дагестан дағының шимал тарифында Bizim ala babalar sakin olgan zamanlarda Aksak Temirli yolundan Şaksenger'den tarafına 844 1441 sene hiçbir insan oğlu yok idi. Uşbu yoldan da uşbu sengilerden de Toban yağında yaşagan balarımızdan ismuları bizge malum olgan balarımız. Отсутствие должной государственной поддержки программам национально-культурного развития ногайского народа, недостаточно их финансирования из бюджета субъектов Российской Федерации, Дагестан, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Чечни, Астраханской области ставит под вопрос само выживание ногайской национальной культуры. Нет достаточного количества учебной и методической литературы, нет единого регионального издательского центра. Необходимы экстренные меры для его возрождения, помощь международных организаций. Отсутствие возможности в ряде районов полноценно изучать в школе родной язык и литературу, получать образование на родном языке уже привело к тому, что древняя ногайская культура и язык оказались на грани исчезновения. Только недавно создано Терекно-Мектепское педучилище и отделение ногайского языка на факультете дагестанской филологии Дагестанского государственного университета начали потихоньку подготовку квалифицированных преподавателей ногайского языка, уроки которого проходят в национальных школах как факультативный предмет, то есть 2 часа в неделю. Переходом в 1908 году школ республик на новые учебные планы и по рекомендации врачей количество часов родного языка в сельских школах уменьшено. В большинстве случаев виноваты и директора школ, у которых выискивается множество причин, это отсутствие педагогов и дидактического материала, нехватка помещений. Нет достаточного количества учебных, нет. Анализ изучения ногайского языка в школах Республики Дагестан, сделанный в 1906 году, показал: в Абайкурском районе ногайский язык изучает 203 учащихся, в Кизлянском районе ногайский язык изучает 612 учеников, в Ногайском районе изучает родной язык 3631 человек, в Коломовском районе ногайский язык изучает 369 учащихся. Всего 4815 учащихся из 38 200 человек ногайского населения Республики Дагестан изучает родной язык в форме факультатива, то есть 2 часа в неделю. В Абайкурском районе ногайский язык изучает селение Новая Коса 22 человека из 105 учащихся, селение Гемютюбе 75 человек из 220 учащихся, селение Мужикай 47 человек из 149 учащихся. На территории компактного проживания ногайцев
В районе Бабаютовском родной язык в форме факультатива, то есть 2 часа в неделю, изучает всего 144 человека, при наличии нагайского населения района 7500 человек. Как правило, говорит, в условиях России важную роль в защите языков играет специальный правовой инструмент национальной культурной автономии. Хотя нагайцы имеют экстерриториальную автономию, но в Республике Дагестан число участников, изучающих нагайский язык, уменьшается с каждым годом. Если в 1906 году в Бабаютовском районе нагайский язык в форме факультатива изучали 203 участника, то в 2009 году их число сократилось до 144 участников. По данным 2002 года на долю нагайского населения количество 90 020 человек в Российской Федерации, владеющих нагайским языком, приходится всего 0,1%. Нагайский язык государственным языком в России признан только карачао-черкесским, но в перечне языков коренных малочисленных народов Российской Федерации не указан. В Российской Федерации у нагайцев отсутствуют отдельные учреждения по языку обучения. По данным статистических сведений, характеризующих функционирование родных языков, кроме русского, система общего образования, количество учреждений, в которых родной нагайский нерусский язык изучается как предмет, достигает 65 единиц. Число участников, изучающих родной язык нерусский нагайский язык как предмет Российской Федерации, 1-4 класс 3514 человек, 5-9 класс 5204 человека, 10-11 класс 1289 человек, итого 10 007 человек. В некоторых регионах проживания нагайцев вообще не существует преподавания нагайского языка и литературы. На заседании Советского фонда культуры, который состоялся в 1989 году в Москве, профессор-турколог Баскаков произнес следующие слова. «Чувствую себя виноватым перед вами, нагайцами. В начале 1930-х годов по заданию Министерства по национальности мне было поручено сделать анализ и определить возможности создания письменности и обучения детей нагайскому языку в регионах компактного проживания нагайцев. Я предложил, чтобы астраханские нагайцы обходились татарской письменностью, что дагестанские нагайцы могут воспользоваться письменностью и литературой, издаваемой для кумыков, крымские нагайцы письменностью и литературой крымских татар. Я сейчас понимаю, к чему это привело. Я себе корю это. От позднего раскаивания профессора-турколога нам нагайцы легко сегодня. Возможно, профессор Баскаков имел заранее известную не ему одному цель, еще в те далекие годы, направляясь в районе проживания нагайцев, ведь на протяжении всего этого века нагайский народ состоял в черных списках и подвергался тотальному издевательству. Благодаря многим таким Баскаковым мы нагайцы, прямые потоки кипчаков, проживающие в Терско-Сулавской низменности Республики Дагестан, в настоящее время ассимилированные лингвистическими кумыками и навсегда потеряли свой родной кипчакский язык, что пагубно повлияло на нашу сегодняшнюю судьбу. Дальнейшая ассимиляция нагайцев происходит поглощение с полным забвением происхождения и былых традиций. Ухудшение политической, социально-экономической ситуации в стране трагически отражается на судьбе малых народов, в том числе нагайского. Слабая система национального школьного образования, невозможность издания литературы на нагайском языке в условиях искусственного административного территориального разделения народа привели к тому, что нагайцы теряют родной язык, духовную культуру и этническую самоидентификацию. Необходимы экстренные меры для его возрождения. Отсутствие возможности в ряде районов полноценно изучать в школе родной язык и литературу, получать образование на родном языке уже привело к тому, что древняя нагайская культура и язык оказались на грани исчезновения. Уроки нагайского языка проходят в национальной школе как факультатив. С переходом действительно, наверное, происходит резкий перелом в общественной жизни. Эволюции началось, наверное, массовое отторжение демократических, гуманистических ценностей, пренебрежение к правам личности. Наверное, возвращаются тотальные формы информационной политического изоляционизма. В большинстве случаев мы сами виноваты в появлении среди нас царьков и князьков. Своими руками мы хороним демократию, раболепствуя перед властимущими. Проблема культуры бережного отношения к национальному наследию, восстановление передачи исторической памяти о нагайцах требует к себе самого пристального внимания. Спасибо. Я вас бы очень попросил, вы ознакомились с итоговыми документами? Господа, я прошу извинения, вот, пожалуйста, после вашего выступления выскажитесь по поводу итоговых документов. Следует их принять хотя бы за основу?